Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И в начале коротко о главном. Не в то время и не в том месте. Америка и Израиль против Ирана. Пока весь мир обсуждает конфликт на Ближнем Востоке, башкирские туристы ищут способы, как можно скорее вернуться домой. Мы не можем подниматься наверх, поэтому находимся внутри корабля. Башкортостан как хороший пример. В Башкирском медицинском университете разработали и запустили в серию биологический материал для регенеративной хирургии, для терапии современной. Роль республики в достижении технологического лидерства страны. Какие проекты башкирских ученых отметили на федеральном уровне? Мы развиваем производство и восстановили производство плацентарных регенеративных препаратов для офтальмологии. Укрепление добрососедских связей. Очень важная история, даже приезды и частота встреч, она потом неумолимо приведет к тому, что это выльется в конкретные проекты, в конкретный товарооборот и так далее. Большая делегация Челябинской области работала в регионе несколько дней. Расскажем о ключевых соглашениях и деталях этого визита. Главная задача нашей миссии сегодняшней – это промышленная кооперация, взаимодействие между нашими предприятиями, нашим бизнесом. Выпуск начнем с главной новости мировой повестки. Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль атаковали Иран, который ответил встречным огнем. Жертвы исчисляются сотнями. Погиб в том числе и верховный лидер Исламской Республики Аятолла Али Хаменеи. Под ракетные удары попали не только военные, но и мирные объекты, в том числе на популярных туристических направлениях, таких как Арабские Эмираты. Сейчас там сезон низких цен на путевки, среди отдыхающих много россиян и, конечно, уроженцев Башкортостана. Некоторые очевидцы говорят, что слышали взрывы и видели ракеты. У других, наоборот, все относительно спокойно, но все же чувствуется атмосфера напряжения. Мы брали путешествие на круизе лайнере, мы никуда не отправились. Со вчерашнего дня должны были уже плыть. Буквально только что нам капитан корабля нашего судна сообщил о том, что мы сегодня никуда не будем отплывать, мы остаемся в порту до улучшения всей ситуации. Надо отметить, что верхняя палуба у нас, где как раз открытые зоны, бассейн, горки и так далее, рестораны летние, они закрыты, поэтому здесь они берут под себя ответственность, поэтому они закрыли, мы не можем подниматься наверх, поэтому находимся внутри корабля. Арабские Эмираты не только популярный туристический курорт, но и крупный транспортный хаб. Через него, например, проходят многие транзитные рейсы по другим направлениям. Авиавылеты были отменены. Впрочем, всех застрявших туристов обеспечили питанием и кровом. По словам экспертов туриндустрии, вернуться есть возможность, в частности, через Оман, до которого можно доехать на автобусе. При этом тем, у кого поездка в Эмираты еще впереди, советуют не спешить с отменой, либо хорошо взвесить все риски. Туристы, которые ожидают свою поездку на более поздние даты, на те даты, на которые еще не принято решение об отмене рейсов, им необходимо подождать, потому что если туристы отменяют тур по своему решению без отмены рейса от властей, то в этом случае по условиям бронирования они платят штраф за отмену своего тура. На неделе Башкортостан с рабочим визитом посетила делегация из Челябинской области во главе с Алексеем Текслером. 11 соглашений в самых разных сферах, от промышленности до образования, подписали представители соседних регионов. Одним из ключевых событий стало обновление документа о сотрудничестве, подпись под которым поставили Ради Хабиров и Алексей Текслер. О результатах делового визита челябинцев в наш регион расскажет Динара Таймасханова. Без галстуков и не в офисе формат B2B для многих бизнесменов уже привычен. Около 100 компаний из Башкортостана и Челябинской области, промышленники, энергетики, инженеры с глазу на глаз обсудили возможности сотрудничества. Здесь очень много предприятий, которые используют в своей работе высокие технологии. Соответственно, мы, как представители высоких технологий, сразу загорелись идеей поучаствовать в таком форуме, в таком формате, именно B2B, чтобы повзаимодействовать именно
именно с предприятиями. Бизнес-форум стал одним из ключевых событий в рамках рабочего визита челябинцев в Башкортостан. Стены в Конгресс-холле, где проходила встреча предпринимателей, оформили символично в стиле железнодорожных станций. Движение между регионами набирает новые скорости, превращаясь в конкретные проекты с ростом товарооборота. Когда мы выбираем какую-то страну или какой-то регион и начинаем очень плотно работать. Это очень важная история. Вот даже вот приезды и частота встреч, она потом неумолимо приведет к тому, что это выльется в конкретные проекты, в конкретный товарооборот и так далее. Поэтому самое главное, уважаемый Алексей Леонидович, что я считаю, что мы начали вот этот вот процесс. Впрочем, партнерство измеряется не только тоннами продукции. Не менее важным вектором главы регионов назвали культурно-гуманитарную сферу и, конечно, туризм. Соседи уже обмениваются отдыхающими на байдарках во время сплавов, а для любителей пеших прогулок открыта Южноуральская тропа. Больше 500 километров пути с лучшими достопримечательностями. Соединяет соседние регионы, в том числе железная дорога «Ласточка» Уфа-Челябинск, вспорхнула и взлетела в августе прошлого года. Дорога на комфортабельном транспорте займет чуть более 9 часов, цены приемлемые. А главное, посещая родственников, друзей или деловых партнеров, можно избежать автомобильных пробок. А в планах поднять связи в небо. Ради Хабиров и Алексей Текслер обсудили возможность открытия авиасообщения между столицами. Еще один прочный мост между соседями – язык и культура. Башкирские изучают почти 5000 детей в 73 школах и детсадах Челябинской области. А уфимские педагоги регулярно делятся с коллегами методиками и учебниками. Все эти направления скрепили подписями. 11 соглашений в самых разных сферах, от промышленности до образования, будут работать на развитие регионов-соседей. В любом случае, мы начнем сначала с информационного взаимодействия. Сегодня были на стратегической сессии и увидели потенциал Республики Башкортостан. И далее будем развивать наши автомаршруты, наш промышленный туризм, природный туризм. Ну и, конечно, водный туризм. Были подписаны соглашения по развитию туризма, по развитию экологии, по развитию и созданию новых промышленных предприятий и многое другое. Сегодня Челябинская область – это один из наших ключевых партнеров, наших ключевых соседей. Очень схожа у нас и география, и население в столицах у нас. Гостям показали, как развивается Башкортостан, ключевые объекты, которыми по праву республика гордится на федеральном уровне. В числе таких новый хирургический корпус кардиоцентра. Масштабные медицинские объекты возводятся и у соседей, поэтому обмен лучшими идеями в сфере здравоохранения неудивителен. На ОДК УМПО гостям показали, как куется кадровый потенциал. Производственно-учебный центр Ростеха, работающий на базе предприятия, с 2021 года делает ставку на практику. Мы занимаемся обучением персонала завода, повышением квалификации уже работников, у которых есть какие-то профессии. Также обучаем новых сотрудников, которые только устроились. Обучаем более 5 профессий. Это у нас, значит, обучение мультиспециалистов происходит. То есть за все время обучения люди обретают более 5 профессий. Еще одной точкой притяжения станет наука. В планах создать единое межрегиональное научно-технологическое пространство, объединив усилия кампусов Уфы и Челябинска. В некоторых регионах, вот здесь, в Башкортостане и у нас в Челябинской области, мы тоже завершаем строительство кампуса. У нас там тоже есть правильные и востребованные направления, связанные с биотехом, современными материалами, которые используются как в промышленности, так и в бионике, вообще везде. Да? И для нас это тоже профильное направление, поэтому я думаю, что уже и школы 21 наши договорились. Мы в 2024 году тоже открыли школу 21. Одним из основных событий встречи с соседями стало подписание документа между главами субъектов. Он определит вектор взаимодействия между двумя регионами на ближайшие годы. К слову, следующая встреча пройдет в Челябинске. Делегация республики отправится к соседям, чтобы продолжить обмен опытом и укрепить дружеские связи. Два таких крупных промышленных региона с большой научной образовательной базой, конечно, могут сделать много современных продуктов, которые необходимы для нашей страны в различных сферах. И здесь мы друг друга, безусловно, дополняем. Мы уверены, что эффект будет отличным. Мы всегда, когда вот так сотрудничаем и с таким сильным регионом, развитым регионом, мы всегда шире берем. Это и наука, и культурное сотрудничество, это и спортивное сотрудничество, туризм, конечно.
конечно, туризм вообще это, на мой взгляд, если мы объединим усилия туристических возможностей Челябинской области, нашей области, это такая тоже таящая в себе определенные экономические преимущества история. Ни одно направление не осталось без внимания. Из отдельных кирпичиков складывается стена добрососедства. Сила в единстве, доказывают регионы, особенно когда оно приносит реальные плоды. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Руслан Галямов. Итоги недели. Все регионы, как и страна в целом, борются за технологическое лидерство. И в этом плане Башкортостан – хороший пример. На неделе премьер-министр Михаил Мишустин назвал Башгосмедуниверситет одним из лидеров среди вузов, которые активно сотрудничают с предприятиями по программе «Приоритет-2030». Председатель правительства России выступил с отчетом перед депутатами Госдумы. Одно из заявлений касается также среднего профессионального образования, которое будет называться специальным профессиональным. Как образовательная система Башкортостана движется в контексте общефедерального тренда, расскажет Артур Шамсудинов. Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать. По словам Михаила Мишустина, власти уже обеспечили быстрый старт новым национальным проектам. Однако впереди более сложные задачи, которые требуют запуска проектов с длительным инвестиционным и промышленным циклами, поиска партнеров, поставщиков, рынков сбыта, а также укрепления собственных технологических компетенций. И в этом плане важную роль играет развитие науки и образования. На базе университетов проработали несколько десятков программ обучения по самым востребованным направлениям. Есть конкретные примеры. В Башкирском медицинском университете разработали и запустили в серию биологический материал для регенеративной хирургии, для терапии современной. БГМУ уже давно стал центром науки и инноваций в отрасли. Это важно, поскольку от того, как развивается медуниверситет, зависит состояние системы здравоохранения республики в целом. Благодаря участию в федеральной программе «Приоритет-2030» ВУЗ получил дополнительные ресурсы для укрепления своей материальной базы. Мы развиваем производство и восстановили производство плацентарных регенеративных препаратов для офтальмологии. Сегодня новые уже препараты вышли на рынок, и они имеют серийное производство. В 2 раза увеличено производство, и вышло 5 новых аллотрансплантантов на базе Всероссийского центра глазной пластической хирургии. И большая работа ведется в лаборатории аддитивных технологий. Живые клетки мы соединяем с керамикой, с металлом. Вузы региона получают весомую федеральную поддержку, прежде всего за счет участия в программе «Приоритет-2030». В прошлом году впервые его участниками стали сразу 4 башкирских университета. Кроме БГМУ, это УНИТ, УГНТУ и Аграрный вуз. Активно идет и строительство университетских кампусов мирового уровня. Это будут научно-образовательные такие центры, инновационные кластеры. Уже десятки их работают, и учебные корпуса, поточные аудитории, библиотеки уже на сегодняшний день эксплуатируются. И здесь пример Башкортостана показателен. Сразу 2 объекта Уфимского кампуса. IQ-парк и геномный центр уже вовсю в работе. В них проводят исследования и обучение. Параллельно идет строительство остальных зданий студенческого городка. Уже видны очертания будущих пространств не только снаружи, но и внутри. Это у нас 3-й этаж стилобатной части 1-2 участка. Вот этот участок у нас монолитная часть законченный. Сейчас внутри идут отделочные работы. Вот делим перегородки, тут уже гипсокартон зашивают, все электричество проводится, отопление, уже полы, вот видите, как залитые же полностью. По проекту, да, это гостиница, жилые зоны будет. Как отметил премьер-министр страны, важно сотрудничество учебных заведений с работодателями, как на уровне вузов, так и колледжей. В Башкортостане одна из самых крупных в стране систем среднего профессионального образования. И регион в числе первых начал программу модернизации материально-технической базы. Помощь в создании хороших условий для студентов оказывается и в рамках федерального профессионалитета. От 0,5 см до 1 см, в зависимости от степени поражения тканей, и делаем захват. В Аксеновском агропромышленном колледже Альшеевского района готовят агрономов, ветеринаров, технологов питания и даже садовников. Большой спектр востребованных рабочих профессий позволил учебному заведению в этом году стать участником федеральной программы
агропрофессионалитет. А это значит получить грант, на который обновят образовательные корпуса, общежития и закупят новое оборудование. Программа рассчитана на 2026-2028 годы, на 3 года. Общая сумма финансирования составляет 305 миллионов рублей. Из них софинансирование предприятий социальных партнеров составляет 32 миллиона. Это наше крупнейшее предприятие, с которым мы работаем более 10 лет. Также средства будут выделяться из Республики Башкортостан, дополнительные средства в размере 50 миллионов. Из почти 80 колледжей со всей страны отбор прошли только 18, из них 2 из Башкортостана. Федеральный грант получит и Зауральский агропромышленный колледж. Видим здесь вот оборудование, технику, которая выпущена в 60-х, 70-х, 80-х годах. Но для работодателей нужна уже новая техника, поэтому мы планируем здесь полностью оснастить, поставить новые тренажеры, новое оборудование, чтобы они после выпуска, наши выпускники, могли просто поехать и работать на этой технике. Сегодня в регионе действует 19 образовательных кластеров. В этом году появится еще 8. Такой подход, в основе которого цепочка образования, наука, производства, не просто позволяет удовлетворить потребности рынка, но и в более глобальном смысле вносит вклад в выстраивание сильной экономики страны. Артур Шамсудинов. Итоги недели. 175 миллионов рублей на развитие огородничества. Несмотря на сложное время, республика в этом году продолжит поддерживать дачников. Об этом глава Башкортостана заявил на форуме «Смарт-садовод». Именно Ради Хабиров еще в 2021 году выступил с инициативой возродить в регионе дачные традиции. Что уже сделано и в каком направлении власти в дальнейшем намерены работать, узнавал Руслан Батыргариев. За окном погода еще зимняя, а в теплицах у Натальи тепло и зелено. К предстоящему дачному сезону женщина готовится заранее. Рассады овощей, цветов и не только Макаровы обеспечивают себя сами. Садоводство – это моя жизнь. Моя все это мы занимаемся семьей всей. Мои дорогие муж, папа, сын. Поэтому все это делаем с удовольствием. Воспоминания о проведенном лете на даче с родителями одни из самых теплых в жизни многих, в том числе и для главы республики. 5 лет назад Ради Хабиров лично выступил с инициативой поддержать садоводов. И сегодня это уже часть государственной экономической политики региона. Вот если взять, у нас где-то 1500 садоводческих товариществ, так, то вот по разным видам программ, которые мы помогали, вот порядка 600 с лишним садоводческих товариществ уже получили нашу деятельную поддержку. То есть, условно говоря, чуть больше трети садоводческих товариществ уже получили. Так, за неполные 5 лет из бюджета республики на поддержку огородничества выделили более 760 миллионов рублей. Где-то отремонтировали подъездные пути к садам, где-то привели в порядок электросети. Наряду с этими ключевыми направлениями развития СНТ остается газификация и пожарная безопасность. Всего 14 направлений господдержки. Я этот форум посещаю уже 3-й год и смотрю на динамику данного мероприятия. И могу сказать, что уровень взаимодействия с председателями, он повышается. И та помощь, которая оказывается здесь, в данном месте, это, можно сказать, наверное, первый регион, который оказывает такую поддержку садоводам, что очень важно на самом деле для нас, и особенно на таком высоком государственном уровне, как делается это здесь. И самое интересное, мне что нравится именно у вас в вашем подходе, глава администрации, глава, республики Ради Фарид смог вот так выстроить организацию. Он разговаривает на одном языке с садоводами. Это великое дело. Помимо субсидий на развитие инфраструктуры садовых товариществ республики проводятся региональные грантовые конкурсы на звание «Лучшее СНТ». Средства можно потратить на установку спортивных и детских площадок, зон отдыха, видеонаблюдения, систем безопасности или противопожарное оборудование. На форуме было отмечено, что грантовая поддержка продолжится, как и остальные направления развития инфраструктуры СНТ. По нашему садовому товариществу меня интересует вопрос кадастровой работы, потому что имеются реестровые ошибки, смещения, и хотели бы их устранить, чтобы в дальнейшем уже и общие земли приватизировать в таком плане. Этому вопросу на форуме уделили отдельное внимание. В СНТ растет количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет. Число объектов недвижимости с оформленными правами в прошлом году увеличилось более чем на 6%. А это очень важно для дальнейшего развития садовых товариществ.
как сказал Радий Фаритович, взаимодействие с республикой – это дорога с двусторонним движением. Садоводы ставят земельные участки на учет и дома, регистрируют право. Соответственно, республика предоставляет определенные субсидии, в том числе компенсирует 95% затрат на проводимые кадастровые работы. По поручению главы республики садоводам помогают и с реализацией выращенной продукции. В каждом из муниципалитетов организованы площадки для уличной торговли. Всего их в регионе более 300. Смарт-садовод проводится в республике в 5-й раз. Форум стал хорошей площадкой для обсуждения насущных проблем и вопросов дачников. Если изначально мероприятие имело региональный масштаб и сюда приезжали в основном председатели СНТ, то сегодня знакомиться с опытом Башкортостана приезжают из других регионов страны. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов и Марат Хамитов. Итоги недели. Неделя в республике началась со Дня защитника Отечества. Праздник как дань памяти и благодарности тем, кто воевал, воюет и служит. В эти дни звучали имена героев прошлого и настоящего, от фронтовиков Великой Отечественной до участников специальной военной операции. Знаковое событие. Владимир Путин присвоил звание Героя России очередному уроженцу Башкортостана, капитану Василию Ямалетдинову. Он стал 16-м кавалером медали «Золотая звезда» из республики за время спецоперации. О подвиге земляка и о том, как в регионе отметили 23 февраля, расскажем в следующем сюжете. Капитану Ямалетдинову Василию Камиловичу. «Золотая звезда» – высшая награда страны, которую получают только лучшие из лучших. Офицеры, которые присутствуют на церемонии, настоящие профессионалы, чья личная храбрость и решительность помогли реализовать наступление российских войск на самых напряженных участках. Командир штурмовой роты Василий Ямалетдинов, уроженец Салаватского района, удостоен звания Героя России за отвагу при освобождении города Гуляйполя в Запорожской области. Мы понимаем, дорогие товарищи, как вам бывает трудно, какая огромная ответственность за людей, за наше общее дело лежит на плечах каждого из вас. Но вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно, четко. Благодарю вас, уважаемые товарищи, за проявленную отвагу, за верность присяге, заветам многих поколений наших предков, наших дорогих ветеранов, всех, кто в разные годы сражался и защищал нашу великую Россию, тысячелетнюю страну. Символ этой нерушимой связи поколений – вечный огонь. Возле него у памятника героям Советского Союза Александру Матросову и Минигале Губайдуллину и начались торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Глава Башкортостана возложил цветы к мемориалу. Память павших почтили минуты молчания. Это действительно уже целое поколение. Вот мое поколение – это поколение ребят-афганцы, чуть попозже чеченцы, ребята, которые антитеррористически участвовали в операции. И сейчас совсем молодые ребята воюют на специальной военной операции. Конечно, это общий праздник. Это праздник величия, праздник гордости, это праздник скорби, потому что мы возлагаем в том числе в память о погибших. Как и воины прошлых лет, герои современности совершают подвиги, но уже не бросаясь на амбразуру, а подрывая себя в неравной схватке, как это сделал Ильдар Суфияров, или как Алмаз Сафин ценой жизни, удерживая позиции. Победа никогда нам не давалась легко. Но я уверен в этом абсолютно на 100%, что победа будет за нами. Ждем ее, конечно же, стараемся прикладывать все силы для победы и здесь, в мирной жизни. Символом стойкости и бесстрашия для республики и в годы Великой Отечественной, и сегодня стал Герой России генерал Шаймуратов. Он словно и теперь ведет в бой солдат. С Советской площади, откуда начинался путь легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии, в наши дни провожали батальоны в зону СВО. Настоящие герои сегодня отмечают свой праздник. И я, как участник специальной военной операции, понимаю смысл уже с другой стороны. Понимаю, что он значит для меня. Когда ты с оружием в руках защищаешь людей, и ты понимаешь, что эта работа, которую сейчас выполняют наши ребята, является очень важной. Торжественные церемонии прошли и у памятника землякам, ушедшим на фронт, напротив железнодорожного вокзала. Исторический смысл этого места в единстве. На монументе представители разных национальностей. Как напоминание, победа в 45-м стала общей народной. И сегодня сплоченность остается главным условием силы страны. Мы поднимали, свою родину. Старались, планы выполняли, ордена получили, медали получили, все.
старались все, у нас разрушены было все, и заводы, фабрики, все для людей, для нашего родины работали. Мы дети войны, мы во всем помогали. Мы в 1 класс идем, нас просят, возьмите ведра, пойдем собирать злаки. Сегодня мы пойдем картошку выбирать. 23 февраля – это не только праздник военных. Это день, когда страна говорит спасибо всем поколениям защитников. Тем, кто прошел войну, и тем, кто поднимал заводы и поля в тылу. В годовщину начала СВО Ради Хабиров вновь напомнил ключевую задачу, которая стоит перед всеми – проявить упорство и непоколебимость в деле защиты интересов своей страны. Артур Шамсудинов и Булат Садриев. Итоги недели. В этом году в республике проходит масштабная модернизация коммунальных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На строительство и капитальный ремонт объектов отопления и водоснабжения выделено более 10 миллиардов рублей. Планируется, что предусмотренные меры сведут к минимуму аварийность и позволят обеспечить бесперебойное ресурсоснабжение. Что уже выполнено и что сделать только предстоит, в репортаже Анны Морозовой. Прорыв теплотрассы и, как итог, десятки домов, школы и детские сады без горячей воды и отопления в 20-градусный мороз. С такой ситуацией в декабре 2025-го столкнулись жители Белорецка. Последствия крупной аварии устранили оперативно, но, как уже тогда отметил глава республики, каждый раз латать трубы не решение, требуется системный подход. Подробно этот вопрос обсудили в рамках оперативного совещания в ЦУРе. Я не могу сказать, что износ нашей системы ЖКХ там в разы хуже, чем в других регионах. Есть хуже регионы. Есть регионы, где очень долго не вкладывалось, соответственно, в инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства. У нас миллиарды идут туда. Так, на модернизацию объектов отопления и водоснабжения предусмотрены различные источники финансирования. Это федеральные средства, инвестиции со стороны ресурсоснабжающих компаний, а также бюджетные кредиты, часть из которых можно не возвращать. Всего в этом году в республике построят, реконструируют и заменят свыше 90 километров коммунальных сетей. Более 180 тысяч жителей нашей республики почувствуют улучшение качества поставки коммунальных ресурсов. Только в Уфе в этом году отремонтируют более 30 километров сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Всего протяженность инфраструктурных систем столицы республики составляет около 3000 километров, а износ их порядка 60%. Ведь многие были построены еще в советские годы. Основная проблематика в том, что за последние 30 лет плановой работы по масштабной модернизации данных сетей не велась. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры мы ремонтируем внутриквартальные сети, на которых зафиксировано большое количество утечек. Например, по инвестиционной программе ведется реконструкция таких объектов, как канализационный коллектор на улице Ахметова, который является артерией всей канализации микрорайона Затон. Реконструкция коллектора по улице Посадской, куда канализуются стоки Кузнецовского затона, канализация на проспекте Салатилаева, а также на Блюхера, где стекают стоки северо-востока города. В Благовещенске начнут строительство магистрального водовода. В Краснокамском районе более 20 километров сетей водоснабжения. А вот в Нефтекамске подходит к завершению ремонт канализационного коллектора. Его физический износ на момент начала работ составлял 90%. Проделанная работа позволит улучшить качество жизни горожан и снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря выполненным работам по санации коллектора удалось увеличить пропускную способность сети, тем самым обеспечить надежное функционирование системы на долгие годы вперед. Всего в планах модернизировать в этом году более 100 объектов в разных городах и районах республики. Например, в Салавате уже в апреле начнется капитальный ремонт магистральных и квартальных сетей. Если будут работы затрагивать дороги с перекрытием, то мы обязательно будем согласовывать это с госавтоинспекцией и заранее информировать в СМИ о путях передвижений, чтобы для удобства граждан. А вот в Мелеузе на местной котельной капитальный ремонт идет уже сейчас. Завершат работы до конца этого года. В 2026-м капитальный ремонт на участках теплосетей запланирован в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате и Нефтекамске. Как отметили в Баш-РТС, избежать серьезных коммунальных аварий помогают и регулярные диагностические работы. Прошлого года мы начали использовать новые методы диагностики. С использованием роботов также была проведена тепловизионная съемка
с использованием специального самолета Ан-2. И уже в этом году мы начали дополнительно проводить испытания путем добавления красителя экологического уранин-А, что позволяет также дополнительно выявить утечки, тонкие места, повреждения и наметить нам планы в рамках межотопительного сезона. По словам экспертов, ремонт коммунальных сетей в республике идет по плану. В целом, в этом году на их обновление выделено свыше 10 миллиардов рублей. В 2023 году обеспеченность питьевой водой по республике Башкортостан была порядка 87%, и мы приросли к 2025 году на 4%, 91% сейчас. Я говорю по всем муниципальным образованиям. И, конечно же, этот показатель надо улучшать. Если смотреть по работе ресурсно-снабжающих организаций, то мы увидим, что аварийность все-таки значительно уменьшилась. Планируется, что благодаря масштабной модернизации аварийность будет снижена практически до нулевых показателей. Анна Морозова и Булат Закирьянов. Итоги недели. Сегодня первый день весны, и вместе с тем в марте вступают в силу изменения в законодательстве и новые правила, влияющие на жизнь россиян. Локализация такси, новые нормы авиаперевозок, защита русского языка, изменение сроков квартплаты и многое другое. Обо всем по порядку расскажет мой коллега Эмиль Басариев. Авиакомпании теперь обязаны сажать родителей ребенка до 12 лет на соседние места без дополнительной платы. Кроме того, электронный посадочный талон теперь юридически приравнивается к бумажному. Если рейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир имеет право на возврат полной его стоимости даже по невозвратному тарифу. Расширен перечень ручной клади, а также уточнены обязанности перевозчика перед пассажирами при задержке рейса. Русский язык защитят от иностранных заимствований. Поправки обращены к владельцам бизнеса, а также к тем организациям, кто занимается установкой указателей и информационных табличек в общественных местах. Их начнут штрафовать за вывески на иностранном языке. Теперь в реестр такси смогут попасть только те автомобили, производство которых имеет достаточный уровень локализации на территории России. Измеряется это в баллах, и его порог будет постепенно повышаться. Для адаптации есть послабление. Тем, кто занимается извозом в качестве самозанятого на собственном авто, в котором нет отечественных комплектующих, дадут возможность попасть в список в рамках региональной 25% квоты. А вот в автошколах увеличивается количество часов вождения. Тем, кто учится на категорию «Б», нужно будет откатать за баранкой 42 часа, а не 38, как раньше. Теорию же можно изучать по удаленке. При этом за неявку на урок, даже дистанционный, накажут. За этим будут следить специальные программы. Начиная с марта вносить платежи по квартплате можно будет позже. Они должны быть выставлены до 5 числа месяца, следующего за оплачиваемым. А вот внести деньги теперь можно до 15 числа. Сроки выставления и оплаты квитанций становятся отныне едиными для всех. С 1 марта дачники обязаны очищать свои участки от инвазивных, то есть опасных растений. И речь, в частности, про ядовитый борщевик. Собственники земли отныне будут получать предписание об их обязательной ликвидации. Если же хозяин и после этого бездействует, то его уже ждет штраф. Новые предприятия, дома и соцобъекты. В Уфе прошел ежегодный международный форум «Уралстройиндустрия» и выставка про недвижимость. Участие в мероприятии принял глава Башкортостана. Ради Хабиров обсудил с федеральными экспертами развитие строительной отрасли региона и ключевые ориентиры. Об успехах и перспективах репортаж Азат Садриева. Пуск разрешаем. Уже по доброй традиции каждый форум открывается с торжественного запуска новых производств в Башкортостане. На этот раз Ради Хабиров дал старт в первой очереди завода «Стройминерал» корпорации «Технониколь» в Учелах. Предприятие будет выпускать специальные покрытия для кровельных материалов. Продукция востребована на рынке. По вводу жилья и объемам строительства в 2025 году республика заняла 7-е место в России и 2-е в Приволжском федеральном округе. Региону есть что показать своим гостям. Мы уже 33-й раз здесь собираемся в Уфе. Сегодня у нас будет возможность обсудить самые
важные, актуальные вопросы развития строительной индустрии, земельной политики, градостроительной политики. Мы рассмотрим примеры удачного применения комплексного развития территорий, инновационных материалов, инновационных технологий строительства. Поэтому все, на мой взгляд, представляет очень большой интерес для всех нас, особенно в такое непростое, в общем-то, для строительной индустрии время. Но даже несмотря на трудности, Башкортостан прочно удерживает лидирующие позиции в строительном секторе. Республика взяла курс на комплексную застройку, где возле каждого ЖК все необходимое есть в шаговой доступности. По итогам прошлого года в регионе открыли 14 крупных социальных объектов. Среди них самая большая в Приволжском федеральном округе школа на 2200 ученических мест в Кузнецовском затоне. Строительство соцобъектов ведется с учетом развития жилых комплексов. Это отметили и федеральные эксперты. Я участвовал в прошлом году на данной выставке, данном мероприятии. Увидел многие новшества, которые мы с удовольствием в течение прошлого года передавали строительным организациям Российской Федерации. Мы участвовали во многих форумах, были соорганизаторами, также организаторами. Поэтому считаю, что, в общем-то, вот те решения, которые были здесь применены, они крайне полезные. Полезные решения предлагают квалифицированные кадры. В их подготовке активную роль играет в том числе архитектурно-строительный институт, который находится в среде многопрофильного политехнического вуза УГНТУ. У нас есть и сильные химики, есть и сильные айтишники. Цифра, я тоже напомню, что это одно из направлений сегодняшнего развития строительной отрасли. У нас есть и газомоторщики, эксплуатация наземного транспорта и много-много чего смежного. Это очень важно. Может быть, будете удивлены, с точки зрения подготовки кадров в республике, архитектура и строительство – это самые монопольные специальности в нашем университете. Не нефтяники, не химики, к чему мы вроде, а именно архитектура и строительство. Студенты строительных вузов и колледжей тоже приглашены на международный форум. Для них это отличная возможность узнать об инновациях своей будущей профессии. Всего же мероприятие собрало порядка 100 ведущих компаний из 14 регионов страны и Узбекистана. Для участников подготовили деловую программу, бизнес-встречи, мастер-классы, технологические туры на предприятия и организации Уфы, ярмарку вакансий. В ходе пленарной части форума было отмечено, что внимание к социальным объектам дает результат, который заметен не только в цифрах, но и в самих городах. Детские сады и школы становятся такими же обязательными элементами новых кварталов, как дороги и освещение. После того, как внешние факторы отпадут, полагаю, что мы быстро наверстаем упущенное. Поэтому сейчас я всегда призываю строителей и призываю и управленческие команды муниципалитетов, строительного блока управленческого, работать над документами, увеличивать градостроительный потенциал, потому что у нас для этого ресурсы есть, перспективы есть. Задачу президента России об увеличении объемов строительства Башкортостан выполнит в срок к 2030 году и поможет в этом реализация крупнейшего амбициозного проекта. Ежегодно в республике строятся миллионы квадратных метров жилья, открываются десятки социальных и инфраструктурных объектов. Работа ведется с прицелом на будущее. Уже сейчас готовятся площадки под масштабную застройку в Забелье и Зауфимье. Эти территории с потенциалом 27 миллионов квадратных метров станут новой точкой притяжения для застройщиков, а горожане будут обеспечены комфортным и современным жильем на десятилетия вперед. Азат Садреев, Артур Ханов, Руслан Галямов. Итоги недели. Пермские спасатели нашли всех туристов из Башкортостана, потерявшихся в Уральских горах. 4 мужчин погибли, еще один найден с сильным переохлаждением. Его эвакуировали и передали медикам. Состояние тяжелое. Напомню, 20 февраля 5 уфимцев прибыли в деревню Золотанка и на 5 снегоходах отправились на плато Кваркуш, примерно в 100 километрах от поселка. Вернуться они должны были 24 февраля, но на связь не вышли. Их искали почти неделю. Не боялась отстаивать свои идеи и ради города готова была рисковать собой. В Уфе открыли памятник выдающемуся архитектору Маргарите Куприяновой. Она заложила основы нынешнего района Черниковки. Самая красивая ее часть – сталинские дома, дворец Орджоникидзе, кинотеатр Победа, восьмиэтажки, идеально выстроенные улицы. Все это было создано во время, когда Маргарита Куприянова была главным архитектором тогда еще города Черниковска. И за многие идеи ей приходилось бороться. О человеке, подарившем нам одну из красивейших частей города, в материале Анастасии Чебаевой. Потолки низкие, никакой лепнины,
просто, дешево для советских трудящихся. Постановление партии и правительства обсуждению не подлежит. Решение, которое могло изуродовать ныне главный символ Черниковки. 56-й год. Левая восьмиэтажка уже стоит и поражает своей красотой и масштабом. На тот момент это самое высокое здание в городе, да еще и с лифтом. Прокатиться на нем приезжают из разных концов столицы. А какая лепнина? Но советская власть принимает решение. Переходим от сталинского ампира к скромной типовой застройке. Дало излишество. Делают какую-то сталинскую высотку в сталинском ампире. Постановление вышло, заставляли сбивать уже. Декор вот это сбивать, лепнину заставляли сбивать уже. Вот до этого доходил. Но Маргарита Куприянова принимает решение бороться за первоначальный облик правой восьмиэтажки, которую уже требует сделать на 5 метров ниже. Она отвоевывает высоту квартир, борясь чуть ли не за каждую кирпичную кладку. Но самая главная заслуга Маргариты Николаевны в данном случае – то, что она смогла пробить сохранение декора, сохранение лепнины на ней. И вот она буквально спасла эту восьмиэтажку. И вообще, благодаря Маргарите Николаевне, вот этот символ-то и остался. Вы представляете, если бы это стояло красиво, а это голый кирпич был бы. Как она это сделала, я не представляю. Отличие у зданий все же есть. Правая высотка получилась чуть ниже, и чтобы визуально устранить этот эффект, балюстраду на крыше сделали повыше. На должность главного архитектора тогда еще города Черниковска Маргариту Куприянову назначили, когда ей было всего 29 лет. Молодая девушка начинает командовать преимущественно мужским коллективом, но очень скоро завоевывает авторитет. Она не боится отстаивать свою позицию и ради облика города готова рискнуть даже собственной карьерой, как было с озеленением Косогора, ныне Парком Победы. Именно волевым решением Маргариты Николаевны, которое не получило согласования властей, вопреки генплану, здесь теперь стоит лесной массив. Деревья посадили, все принялись. Маргарита Николаевна по партийной линии выговор, что нерационально использовать деревья, которые должны были озеленять улицы. Но парк-то остался. Над обликом Черниковки работала команда ленинградских архитекторов. Но можно с уверенностью сказать, если бы не Маргарита Куприянова, то район выглядел бы совершенно по-другому. Она в третьей школе уфимской училась, ее неспроста тигрой называли. Вот характер, вот уже тогда был характер. Она всегда была женщиной умной, всегда была женщиной общительной, как рассказывали ее друзья. Но тигру она прозвище заработала все-таки, не тронь. У меня свое мнение, оно есть. Но многие и не знают, кто отвоевывал облик Черниковска, кто посвятил этому часть своей жизни. Долгие годы шла работа над увековечиванием памяти Маргариты Куприяновой. И вот, наконец, памятник открыли. Ее бронзовое воплощение стоит как раз напротив тех самых восьмиэтажек. И, по иронии судьбы, история создания скульптуры что-то напоминает. За год она, конечно, подросла где-то на полметра. То есть она изначально по проекту должна была чуть поменьше быть. Но... В общем, решили сделать побольше. Скульптура 14-я по счету как архитектору, но среди женщин, видимо, это единственная скульптура в России. Мы очень благодарны Маргарите Николаевне за то, что она оставила после тебя вот такой прекрасный след. И Маргарита Николаевна, наверное, улыбнулась бы, увидев, сколько людей пришло на открытие памятника. Собирать друзей дома она любила. День рождения мамы. Мамы давно уже нет на белом свете, а на день рождения мамы. Ну, друзей собрать, чтобы. Повод, чтобы собрать друзей. Посидеть, поговорить, повспоминать, песни попеть, в конце концов. Друзей у Маргариты Николаевны было много, а замуж она так и не вышла, детей не было. Жила работой. Ее любовь – это архитектура. По воспоминаниям близких, квартира всегда была наполнена книгами, чертежами. Своим главным творением, конечно, считала Черниковск. «Я приехала в поселок, а оставила город», сказала однажды Куприянова. Ее главное детище, которым она поделилась с миллионами. Анастасия Ильчебаева, Булат Садриев. Итоги недели. Латыпов и Бабиков на призовом подиуме Кубка России по биатлону. В Златоусте прошел мужской масс-старт на 15 километров в рамках финального этапа Кубка России по биатлону. Победителем гонки стал Карим Халили с 2 промахами на 4 огневых рубежах. Серебро и бронза у представителей Башкортостана Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова. Ну а далее рубрика моего коллеги Руслана Шарафуддинова «Между нами», в которой он расскажет о ключевых событиях недели в контексте своего мировосприятия. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафуддинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами».
Минувшая неделя прошла, безусловно, под знаком дружбы. С рабочим визитом в Уфе побывала очень представительная делегация Челябинской области. Почти все правительство во главе с губернатором Текслером. Челябинск – край металла и моторов, суровых мужиков и снежных гор. Нас связывает столько уз кровных, ментальных, исторических, экономических, житейских, что мы не просто соседи, а скорее братья, живущие по соседству. И нет никакого забора между нашими земельными участками от Малояза и Кигов до Иглино и Сибая. В некоторых районах не сразу и разберешь, на чьей территории ты находишься. В Абзелиловском местами кажется, что ты в Магнитогорске, а в Аргаяшском, что это продолжение республики. Кстати, в Челябинской области живет самое большое число башкир за пределами Башкортостана. Мы одновременно и разные, и настолько похожи, что смотрим друг на друга и видим свое отражение, как в зеркале. И векторы развития во многом схожи, и потенциал, и проблемы. А в любой проблеме одна голова хорошо, а две лучше. И возможностей, и ресурсов тоже в 2 раза больше. Это и называется синергия. Торговля, образование, наука, промышленная кооперация, дороги и связь, агропром и общепит, инвестиции и национальные традиции, культура, спорт и, конечно, туризм. Жемчужины природы по обе стороны условной границы, есть что обсудить, каким опытом обменяться и вместе поработать. И это не просто процесс ради самого процесса. Главное – результат в виде конкретных совместных проектов и роста товарооборота. Квинтэссенция визита – подписание соглашения между правительствами Башкортостана и Челябинской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Не вчера оно началось, но время от времени очень полезно и эффективно встречаться и скрепить совместные планы крепким рукопожатием. В ближайшей перспективе детальная дорожная карта с конкретными пунктами и шагами. Одна из ключевых тем обсуждения с челябинцами – транспорт и дороги. Особой музыкой для жителей обоих регионов прозвучали анонсы прямого авиасообщения Уфа-Челябинск и нового поезда от Уфы до Магнитки. Почему особой и тем более музыкой? Потому что скованные мы одной трассой с Челябой, связанные мы одной цепью с Челябой, и местами эта цепь, в смысле федеральная трасса М5, так и норовит удушить до смерти, буквально. Или пробками, или смертельным обгоном по встречке. Потому что полосы местами всего 2, и по-другому никак. Давайте признаем давно очевидный факт. Местами трасса М5 от Уфы до Челябинска совсем не тянет на уровень федеральный, за что и называют в народе эти участки дорогой смерти. Они стабильно, особенно в горах, собирают свою смертельную жатву. И пока продолжается столько лет капитальный ремонт многострадального Ашинского участка, путь от Челябинска до Уфы может занимать долгие 10 часов, а то и больше. И красивейшие места через Златоуст и Миньяр могут нагонять на автомобилистов смертельную тоску, потому что это не дорога, а преодоление. Кстати, с дорогой Р-240 Стрейтамак-Зерган у нас в Башкирии похожая история, но с хэппи, пока не эндом. Уже полным ходом идут основные работы по долгожданному расширению этой трассы, финансирование которой удалось пробить руководству республики. Такими масштабными вопросами Ради Хабиров занимается лично, а по-другому их никак и не сдвинешь. И когда на этом 70-километровом участке от Стерлика до Зергана появится цивильная 4-полоска, а она обязательно появится, то это будет просто дорожная песня. Ну и в завершение добрососедской челябинской темы. Не знаю, так было задумано или просто совпало, но достойным завершением официального визита Челябинской области в Башкирию стало хоккейное южноуральское дерби на Уфа-арене давних друзей соперников Салават Юлаева и Трактора. Команды соседи не только по карте, но и по турнирной таблице. Сейчас на финише регулярки КХЛ идет жесткая борьба за каждое очко. Игра была равной, очень напряженной, но по буллитам победила дружба, в смысле хозяева. Александру Текслеру точно не было стыдно за свою команду с трибуны вип-ложи Уфа-арены, откуда они вместе с Хабировым болели за хоккей. Ради Фаритович из вежливости сильно не радовался нашей победе, все-таки гости – это святое, но был явно доволен. И как это часто бывает в игре регионов, решающее слово в ней сказал москвич. В смысле уроженец Подмосковья, а пока нападающий молодая звезда Салавата Александр Жаровский.
После прошлого выпуска «Между нами» о ситуации вокруг Министерства культуры и Амины Шафиковой я получил много обратной связи. В абсолютном большинстве благодарны. Много было вопросов по метафоре про жизнь как рояль. Друзья, так в том и смысл метафоры. Каждый понимает ее сам для себя. Жизнь, ведь она и как хоккей. Ты атакуешь, тебя атакуют. Можно получить и клюшкой по зубам, и кости трещат. В хоккей играют настоящие мужчины, но играть надо всегда до финального свистка. Пока игра не окончена, она не проиграна. Поэтому играем до полной победы, нашей победы. До свидания. Берегите себя и своих близких. С вами был Руслан Шарафудинов и рубрика «Между нами». Да, кстати, про рояль. После черной клавиши всегда идет белая, и белых клавиш больше, на целых 2. С первым днем весны вас. Все будет хорошо.